Ребят, подскажите, пожалуйста, вам хорошо, да, меня видно и слышно? Айсизим, здравствуй. Евочка, здравствуй. Все, хорошо. Всем здравствуйте, мои дорогие. Ребята, пожалуйста, прошу вас приготовить дневничок, учебник и рабочую тетрадку. Приготовьтесь, пожалуйста, к уроку. Все, вы готовы? Тогда начнем. Ребята, сегодня у нас 10 сентября, у нас с вами урок чтения. Наша тема с вами на сегодня – Манас, великий кыргызский эпос и имя Манаса. Повторяю, наша тема на сегодня – Манас, великий кыргызский эпос и имя Манаса. Наши цели – мы сегодня будем с вами углублять знания о Манасе, развивать умение предполагать, пожалуйста, откройте ваши дневнички, запишите домашнее задание на следующий урок. Читать отрывок из повести о древних кыргызских богатырях Манас Великодушный, имя Манаса, страничка с 18 по 20 страничку вам нужно будет прочитать. Второе задание выполнить в рабочей тетрадке, рабочая тетрадь, страничка 5. Запишите, пожалуйста, в дневнички. Повторяю, вам нужно будет прочитать отрывок из повести о древних кыргызских богатырях Манас Великодушный, имя Манаса, на страничках 18 по 20 и рабочая тетрадка, страничка 5. Подождем остальных. Ждем остальных. Ева, солнышко, я вижу, что ты все. Подождем остальных, хорошо? Ждем. Ребята, надеюсь, что все записали, да? Все. Напомните ваше домашнее задание. Ребята, у кого там отключите микрофон, пожалуйста. Напомните ваше прошлое домашнее задание, что я вам задавала на прошлом уроке. Читать либо выучить наизусть, верно? Поэтические странички «Край родной мой Кыргызстан». Хорошо, ребята, какое стихотворение вам понравилось больше всего? Какое стихотворение вам понравилось больше всего? Мои ягнята. Ребята, пожалуйста, выключите микрофон и лучше напишите в чат. Почему вам понравилось именно это стихотворение, ребят?
Почему? Хорошо, ребята. Надеюсь, что многие из вас выучили, да? Ребят, пожалуйста, не балуйтесь. Хорошо, у нас идет с вами урок. Вам видно презентацию? Хорошо. Ребят, а кого из авторов вы запомнили? Ребята, я не успел, нету времени, это не оправдание. Это было ваше домашнее задание, это была ваша работа, да? Игорь молодец. Сильвестр молодец. Хорошо. Остальные почему молчат? Умурбек умничка. Саналиев. Ребята, пожалуйста, выключите микрофоны. Хорошо, приступаем к нашей новой теме. Манас – великий кыргызский эпос. Ребятки, а что вы знаете про Манаса? Кто это такой? Манас – великий кыргызский эпос. Хорошо, умнички, хорошо. Какие вы молодцы у меня. Молодцы, ребята, хорошо. Хорошо. Прежде чем мы начнем с вами узнавать подробнее, проведем небольшую словарную работу. Ребята, пожалуйста, послушайте меня внимательно, да? Чтобы вопросов не было, мы с вами познакомимся с некоторыми словами. Ребята, эпос с греческого слова повествование, рассказ. То есть эпос – это рассказ, да? ЮНЕСКО, ребята, это Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Заповедь – это приказ, повеление. Гуманизм – это человечность. Повторю, эпос – это слово повествование, рассказ. ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Заповедь – это приказ, повеление. Гуманизм – человечность. Хорошо. Все, ребята, слушайте, пожалуйста, меня внимательно. Манас – крупнейший кыргызский и мировой эпос. Эпос Манас назван так по имени своего главного героя, богатыря, объединившего кыргызов. Манас включен в списки шедевров культурного наследия ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса, как самый объемный эпос в мире. То есть как самый длинный рассказ в мире. Представляете, ребята? Эпос Манас – наследие, оставшееся от прадедов кыргызского народа,
национальная гордость, триумф духовной культуры. Это веками из поколения в поколение передававшееся из уст в уста. Великое фольклорное произведение в прозе. Фольклорное, да, фольклор – это устное народное творчество. Ребят, вы внимательно слушайте, хорошо? Потому что в ней рассказывается история кыргызов на протяжении более 1000 лет. Жизнь общества, социальная, экономико-политические отношения с соседними народностями. Этот эпос по объему является самым большим произведением в мире. К примеру, Саякбай Каралаев, великий монастырь, да, мы с вами знаем, знал 500 553 строк этого произведения. Представляете, сколько Саякбай Каралаев знал 500 553 строк этого произведения? Представляете, это сколько? Сказительство Манаса – это одно из уникальных искусств в мире, так как к нему не требуются ни инструменты, ни оркестр. Манасчи сам себе является актером и исполнителем. Основная тема Манаса – это тема военных походов легендарного кыргызского богатыря в Афганистан, Среднюю Азию и Китай. Основная, повторюсь, дети, тема Манаса – это тема военных походов легендарного кыргызского богатыря в Афганистан, Среднюю Азию и Китай. Ребята, так сколько строк знал Саякбай Каралаев? Сколько? $500 500. Угу. Хорошо. Хорошо. Умнички, молодцы. Хорошо. Что значит Манас для Кыргызстана? Манас – это стержень кыргызской идентичности, и именами его героев здесь называют улицы. Да? У нас есть улица Манаса, да? Памятник Манасу. Что еще есть, ребята? Международный аэропорт Манас, да? Ну, не статуя, а памятник, да, ребята, Манасу? Поселок Манас, хорошо. Аэропорт Манас, хорошо, Ева, умничка. Манас – это эпос, повествующий о роде богатырей в 3 поколениях. Манасе, его сыне Симитее и внуке Сейтеке. А заодно о всей степной Азии. Манас родился на Алтае, объединил кыргызские племена против Китая, калмыков, джунгар, по-другому раньше, и уйгуров, привел кыргызов на Тянь-Шань,
откуда их когда-то изгнали и рассеяли по свету китайцы. И был смертельно ранен, осаждая Пекин. Его сын Симитей превзошел отца своими подвигами, а в очередной битве тоже пал смертью храбрых, но не умер, а стал бессмертным. И в последней главе эпоса вновь вернулся на кыргызскую землю, где ханом был поднят Сейтек, чтобы победить очередного врага и также бесследно уйти до поры до времени. Манас — это вольный пересказ реальной истории кыргызов, которые действительно пришли сюда из Южной Сибири. Манас передавался из поколения в поколение, и среди кыргызских сказителей особое место занимали манасчи, знавшие его наизусть. Ребята, как звали сына и внука Манаса? Семитей звали сына, да? Хорошо. Хорошо, молодцы, умнички. Хорошо. Ребята, у нас есть 7 главных заповедей Манаса. Давайте же мы с вами с ними познакомимся. Бакыт умничка, сын Семитей, внук Сейтек. Верно, молодцы. Молодцы, большие молодцы. Я рада, что вы внимательно слушали. Семь заповедей Манаса. Первая заповедь. Единство и сплоченность нации. Ребята, как вы понимаете, единство и сплоченность нации? Единство, первая заповедь. Единство и сплоченность нации. Ева, верно. Имена собственные пишутся с большой буквы. Хорошо, но у нас сейчас с вами 7 заповедей Манаса. Единство и сплоченность нации, да? Ребята, первая заповедь. Как вы понимаете? Единство и сплоченность нации. Чтобы все жили дружно между собой, да? Именно национальность. Не ругались, ничего, а жили сплоченно, дружно, хорошо. Межнациональное согласие, дружба и сотрудничество. То есть, чтобы не только жили дружно со своей национальностью, а со всеми, да, как у нас сейчас в Кыргызстане. Мы живем дружно, у нас многонациональная страна, да? Хорошо. Национальная честь и патриотизм. Третья заповедь Манаса. Четвертая. Через кропотливый, неустанный труд и знания процветанию и благосостоянию.
5. Гуманизм, великодушие и терпимость. 6. заповедь. Гармония с природой. 7. заповедь. Укрепление и защита кыргызской государственности. Укрепление и защита кыргызской государственности. Хорошо, ребят, пожалуйста, прочитайте 7 заповедей самостоятельно. Пожалуйста, прочитайте их самостоятельно. Читайте, не торопитесь. Ребята, все прочитали? Хорошо. Напомню еще раз ваше домашнее задание. Вам нужно будет прочитать отрывок из повести о древних кыргызских богатырях Манас Великодушный, имя Манаса, на страничках 18 и по 20, да? Кто не записал? Рабочая тетрадка, страничка 5. Пожалуйста, кто не записал, запишите. Потому что видела, многие не записали. Настюш, не все записали, поэтому подождем, хорошо? Повторюсь, да? Посмотрите еще внимательно. Вам нужно будет прочитать имя Манаса и выполнить задание в рабочей тетради на страничке 5. Хорошо. Ребята, что нового вы сегодня узнали на уроке? Надеюсь, вам наш урок понравился. Что нового вы узнали? Что вам было интересно, познавательно? Спасибо, ребята, мне очень приятно, что вам понравился урок. До скорых встреч, до свидания. Спасибо вам за урок, вы большие молодцы. Спасибо за активную работу, вы большие умнички. Я горжусь вами. Спасибо еще раз за урок. До скорых встреч. До свидания.